Вот настоящий блогер — это моя дочь. Я ее люблю, она мое богатство, она прелесть моя. Я до сегодняшнего дня себя считаю должником государства. Никогда в жизни за границей не отдыхал. Никогда, ни одного дня. Я всегда еду на свою малую родину, в Узген. Мне вплоть до носков, до нижнего белья, до парадного костюма покупал государство. Наверняка многие не знают о том, что Ильдана Форайс – ваша дочь. Переволновался я. Дочка же как-никак. Имурзар Акич, добрый день. Спасибо, что согласились дать нам интервью. Добрый. Скажите, вы в первый раз депутат Чорху Кенеша. Раньше вы не избирались. Вы начинали свой путь следователем, заместителем прокурора, помощником прокурора, были при Бакиеве генеральным прокурором. Небольшой промежуток времени были заместителем председателя ГКМБ. С чего вдруг вы решили в политику прийти? Вот обязательно надо подчеркнуть, при Бакиеве был генеральным прокурором. Да, я при Бакиеве был генеральным прокурором. И я не сожалею, я очень горжусь этим, потому что правители приходят, уходят, а мы, как видите, остаемся. А конкретно на вопрос, почему я стал депутатом или почему я решил баллотироваться, у меня до этого не было, во-первых, возможности, я был все время в исполнительной власти, то есть в правоохранительных органах, правильно подчеркнули, начал путь со следователя и дошел до того, как вы сказали. А тут, видите, получилась революция 2010 года. Настолько вам известно, всем известно. Я признал моральную свою вину в том, что я был этой власти, и то, что эта власть допустила. Потому что каждая власть, она ответственна за те или иные действия, которые совершаются в республике. Я был один из тех. Я был, возможно, очень таким влиятельным, по должности я имею в виду. И как я признал свою моральную вину, я добровольно пошел в следственные органы, потом добровольно судился. Ну, так получилось, что мои надежды не оправдались. Там не по закону, а там просто начали назначать виновных, назначать подсудимых. И тогда я себе дал слово, говорю, если у меня будет какая-то еще возможность, чтобы себя реабилитировать или себе доказать, кто я вообще на самом деле. И все время думал, ждал, когда у нас будут одномандатные выборы. Потому что партийные выборы мне не нравились. Тут подвернулось случай. Суд мне разрешил, официально, то есть закон разрешил баллотироваться. Подвернулось случай, что на этот созыв 36 одномандатников по Конституции было заложено. Я вот свой Узгенский округ выбрал, пошел депутат. Всего лишь так, здесь большого секрета нет. Ничего такого, что я там мечтал, там для кого-то служить. Нет. Просто была такая идея, я вот это воплотил в жизнь. Ну, ни для кого не секрет, чтобы стать депутатом, нужны какие-то накопления или бизнес, деньги. Вы всегда работали на госслужбе. Ну, в открытых источниках нет информации о том, что вы бизнесом Вопрос хороший. Вот когда меня приглашали в партии, в 2010 году я еще подследственный был, имел право баллотироваться. Потом 2020 год, выборы. Там действительно все сводилось, ну, элементарно, как вы говорите, накопления какие-то должны быть. Я, по-моему, единственный депутат, который без вложений стал депутатом. Я потратил на эти выборы где-то 2,5 миллиона сомов. Это если в долларовом, можно сказать, 30 тысяч долларов. А 30 тысяч долларов найти для меня не тяжело. Почему? Потому что у меня есть родственники, у меня есть друзья, у меня есть
небольшой, но такой надежный электорат, у которых я мог брать или которые сами инициировать, мне помогать. Вот я стал депутатом без расходов. На меня штаб работал, и вот эти 2,5 миллиона сомов я потратил на зарплату, кто мне помогал, ну, на какие-то баннеры. Я даже, если вы помните, сейчас будете поднимать историю моего депутатства, я даже пиар-компанию не нанимал. У меня нет ни одного выступления, потому что я шел одномандатником, я баллотировался своего региона, тот регион, мне досталось избирателя 89 тысяч, самый маленький округ у нас получилось, потому что Узген, сам район большой, его поделили на два, так получилось, большая часть ушла в той зоне. Не в той зоне, в которой я баллотировался, а тут оказалось так, что все эти годы народ мой, ну как народ мой, или родственники мои, или земляки мои, они меня знали, они тоже, может, хотели, чтобы я, вот так же, как я сам подумал, что Эльмурда должен где-то выйти, показаться, чтобы служить им. То есть это были просто, грубо говоря, пожертвования тех людей, которые вас знают, Да. и бизнес и накопления у вас у самого не было? Не, у меня нет, бизнес-накопления у меня нет, но я довольно состоятельный человек, не имея при этом ни комка, где сигареты продают. А расскажите по секрету, чем вы занимаетесь? А нет никаких секретов. Джамиля, я завтра тебе помогу, например. У меня есть образование, у меня есть круг друзей, у меня есть круг общений. Я вершил уголовную политику в республике. У меня есть ученики. Ну, обратись ты ко мне, например. Говорю, ты ничего же, да? Да, конечно. Я тебе помогу. А завтра ты бизнес такой хороший сделаешь, захочется тебе поблагодарить меня. Обязательно скажешь: Эльмур Акиевич, так раз идешь на выборы, можно я тебе помогу? Я скажу, не откажусь. Поэтому это неудивительно, что человек, не имея бизнес, и говорит о себе как о состоятельном человеке. Я так живу, я студентом был, я был самый богатый у себя в Курске. Школьником был с 1 класса, хоть интернат меня воспитывал, там был богатым. Я любил работать. В то время, союзное время, человек шевелится, он находит деньги. Шевелится, это значит трудится. Хлопок собирает, там, табак собирает. Не обязательно спать, лежать. Вот это все, она годами идет. Я никогда себя безденежным или там себя кушать не находящимся не считал. И сегодня не считаю. Ну, наверное, благодаря родственникам. Вот один пример. На выборах мне, вот у нас есть Салам-Алик Айлюк-Мөтü, это 7 сел. Там 8,5 тысяч жителей. Из них где-то 4,5 избирателей. Вот они мне где-то 2 миллиона 200 тысяч сомов собрали. Это, видите, это для кого-то сейчас будет удивительно, он сидит там, обманывает. Для вас, например, это удивительно возможно. Я же говорю, я один такой депутат, наверное, стал, где сам, мой Айлюк-Мөтü, это все мои родственники, 88 тысяч. Они мне собрали и на расходы, и на все. Это до сегодняшнего дня сам, может, тоже сам не верю, что это так случилось, но это случилось так. А вы коснулись своего небольшого электората, и на заседании комитета как-то сказали, что вас избирали ради того, что вы поддерживали курс президента. И плюс еще добавьте сюда, что я говорил. Я сказал, вот дословно скажу, меня тоже избирал мой электорат, но они у меня не просили ни асфальта, ни бассейна, ни сауну построить. Да. Они просили,
чтоб я помог президенту избранному, которых я просил их, и государству, для государственности. Я опять повторюсь, это где-то есть и видеосъемки, когда мне аксакалы подходят и говорят: Эльмурза, ты, говорит, все сделал в жизни, ты с нами, мы тебя знаем, иди в депутаты, стань депутатом, помогай своему государству, потому что они все знают, я государственник. Я никогда себя как политик не позиционировал. Я люблю свое государство, я меня 7 лет государство воспитывал. Мне вплоть до носков, до нижнего белья, до парадного костюма покупал государство, кормил, поил, учил. Я до сегодняшнего дня себя считаю должником государства. А президент кто? Президент возглавляет государство. Президент – глава государства. Президента тоже избирает народ. Почему я должен от этого народа отходить и попросту, вот как вы думаете, как все журналисты или там, как все блогеры думают, если он за президента, он значит не с народом. А президент что тогда? Враг народа, что ли? Так не бывает. Если есть где-то критиковать, можно критиковать. Но я опять-таки говорю, вот то, что вы сказали, маленький электорат, что они так меня просили, это я еще раз повторю, они меня так и просили. Они меня не просили, никак, мне даже избиратель мой не звонит. Они просто знают, Эльмурза там сидит, он знает, что делать. Не звонят, не просят, письма мне не отправляют. У меня, я же говорю, самый маленький округ, 89 тысяч. Из них 30 тысяч пришел на выборы. Из 30 тысяч мне голоса свои дали до 25 тысяч. Я сейчас точно не помню, где-то 23 тысячи с копейками. Но я сам знаю, что для народа нужен, что для государства нужен. Поэтому они меня очень хорошо знают. Они меня даже, может, любят очень. И они мне доверяют. Вот мое, вот то, что я так хожу. Ясно. Ну, на том же заседании вы сказали, что предлагали несколько изменений, доработок в закон о прокуратуре, но их не учли. Тогда вы не стали озвучивать, что это были за предложения. Вы в целом выступаете против того, чтобы прокуратуры лишили функции следствия? Или как вы к этому закону относитесь? Нет, тут, если лично мое мнение, в прокуратуре следствие должно оставаться. Или один из, вот две функции есть в уголовном преследовании. Вот на прокуратуру возложено уголовное преследование. Это значит, прокуратура либо должен расследовать, либо должен создавать группу следственную, возглавлять. Я был против только того, что почему обе функции убрали. Ладно, я понимаю, это политика президента, как внешнюю, так и внутреннюю политику определяет президент. Там сам генеральный прокурор так озвучивал, сама прокуратура тоже этим был согласен, но я не был согласен. Вот один из изменений, которые я говорю, не внесли, это было вот это. Они лишили и этой функции. Да, я до сих пор на этом стою. То есть... Возможно, придет время покажет, что я был прав. Но в то же время я, коль не внесли мое изменение, я проголосовал за этот законопроект. Но был же случай, когда уже лишали этой функции органы прокуратуры, и потом снова вернули. Я Разве этого опыта мало? Ну, мало. Понимаете, жизнь-то меняется, общество меняется. В то же время уголовная политика меняется. Возможно, говорю, я не утверждаю, и утверждать ему, возможно, это правильно. Но я тоже себе взял время. Вот пройдет время, полгода, год, я же могу свои изменения выносить. Подумал я, может, сегодня не это время. Я же говорю, жизнь меняется. В том числе, я вот как сказал, уголовная политика меняется. Но, как говорится, виднее тому, кто работает. Я-то не работаю, я уже 13 лет, я отошел от следственной, от прокурорской деятельности. Сейчас я всего лишь депутат, одним голосом. Ну,
предложение, посмотрим, дальше будем разрабатывать или нет. А депутат Гуля Кучугулова предлагала создать тогда в противном случае следственный комитет. Я отчасти где-то соглашусь с ней. Ну, соглашусь, коль так, если с прокуратуры забирать следственного органа, то можно было бы создать следственный комитет. Ну, я думаю, мы к этому придем. Это должно вот дальше, как она будет действовать, эти законы, посмотрим. Сейчас время движется очень быстро. Очень так быстро. Раньше, если говорили 40 лет надо, сейчас даже 4 года, может, многовато. Может, 4 месяца. Все меняется, все видно будет. Но сегодня, коль решили, что такая уголовная политика нужна, мы его поддержали. Сейчас на третье чтение придет, тоже поддержим. Ясно. Вы как раз-таки сказали о том, что вы пришли из одномандатного Узгенского округа, и в начале сессии, созыва вы вошли в состав фракции Атаджурт Кыргызстан. В октябре вы из нее вышли, создали свою группу Мекенчиль, куда вошли 14 депутатов, и вы возглавили эту группу. Это было правильным решением, по вашему мнению? То, что я как одномандатник, и как я, нас 18 одномандатников, то, что мы вошли в Атаджурт, я вот за себя скажу, Атаджурт Кыргызстан, я все время был, или как сказать, Атаджурт для меня это как бы не чужая партия. Там все друзья, соратники собирались. Я же говорю, в 2010 году мне предлагали, чтобы я с Атаджуртом пошел на выборы. Ну, в связи с тем, что, вы сами знаете, во-первых, я под следствием был, у меня мораль моя не позволяла. Во-вторых, у меня таких средств не было, чтобы идти. Вот поэтому я ждал вот одномандатные выборы. И даже на выборах по одномандатным своему округу, когда я выдвигался, я Атаджурт как бы не бросал. Даже у меня в штабе была вывеска, там Эльмурза Ракиевичтин штабы, и сверху был такой щит Атаджуртум Кыргызстан. То есть я их все время поддерживал. Так как вы говорите, я первый раз пришел депутатом, как депутат был я молодой, мне надо было с кем-то идти, мне вот Бахыт Эргешевич предложил, он был тогда председателем фракции, лидером фракции, я согласился, также и согласились еще со мной 17 депутатов. Ну, потом нас было очень много, 33, это даже по рабочему моменту, и когда много, кажется, даже вот фракция проходит, ну не получается, там пока 33-му придет время, там день заканчивается. И мы, одномандатники, решили, вот договорились, к тому времени Нурлан Тургунбекович был уже лидером фракции, Бахыт Эргешевич к админу ушел. Мы все договорились, мирно разбежались, создали свою депутатскую группу согласно Конституции. И, соответственно, они меня избрали лидером. Так что это не моя группа, это наша группа. И как вы себя чувствуете в должности лидера депутатской группы? Но это скорее всего, не должность, это лидерство, это, во-первых, ответственность. Ответственность не только за себя. Конечно, хорошо работать вот одному, когда сам за себя. Но я по характеру, оказывается, не могу быть один. Я же говорю, я в интернате воспитывался. Для меня чем больше народу, для меня лучше. Поэтому это как должность я не воспринял, но как ответственность я принял за свою группу, за нашу группу депутатскую. А скажите, Бахыт Хусейнович Сыдыков говорил, что Ташиев не вмешивается в дела фракции и группы, хотя является основателем партии Атаджурт. Хамшибек Кыдыршаевич, он, безусловно, он основатель вообще партии Атаджурт. Потом его переименовали Атаджурт Кыргызстан. Ну, вмешивается он в ту фракцию, не вмешивается, я не знаю. Но если даже он как основатель партии, если где-то
Хамшибек Кыдыршаев будет с фракцией Атажурс Кыргызстана вместе. Здесь ничего удивительного, ничего такого нет. Наоборот, Атажурс Кыргызстан, он сейчас как бы флагман, он идет впереди. Я думаю, я на месте Бахтсёнича больше с ним мог бы контактировать по тем или иным вопросам. Посоветуйте своему другу. Нет, почему? Я думаю, он в моих советах не нуждается. Он довольно уже опытный депутат. Он депутат 2 созывов. Тем более у него свои лидерские качества аж превышает. Так что он, я думаю, в моих советах не нуждается. Но если вдруг я посчитаю нужным, что мой совет ему нужен, но я ему не как совет, я ему незаметно этот совет могу где-то преподнести. А он к вам за советами обращается? Нет, не обращается. Ну, чисто по-человечески, я старше его. И то совет какой? Совет не по депутатской деятельности, может, по жизни как-то там, чисто по бытовой жизни, может, бывает. А так он довольно очень самостоятельный человек. А скажите, вы несколько раз упомянули события 2010 года. В 2016 году вас осудили на 10 лет, и в 2017 отпустили по амнистии. За это время вы некоторое время посидели в СИЗО ГКМБ, потом вас перевели в 27-ю колонию в Молдавановке. И поговаривают, что в СИЗО ГКМБ вы были чуть ли не авторитетом, к которому прислушивались. Так это было, нет? Ну, может, слово авторитет заменить. Я везде, где я бываю, я стараюсь уважение завоевать. У меня есть в жизни принцип, если хочешь, чтобы тебя уважали, сперва сам зауважь. Поэтому я же опять-таки повторяю, слово авторитет надо заменить, потому что авторитет каждый может по-своему трактовать. Ну, в уважении я был с детства везде, где бы я ни находился. Что в СИЗО ГКМБ, что в рядах советской армии, что в студенческие годы, что в Молдавановке, да везде. Я думаю, я так воспитан. А вот расскажите об условиях содержания в СИЗО ГКМБ и в Молдавановке. Нет, СИЗО ГКМБ с колонией, конечно, не сравнишь. СИЗО ГКМБ, там руководство, они создают какие-то условия. У нас в СИЗО ГКМБ она считается такой более-менее ближе к нормам содержания. А в колонии там, конечно, оставляет желать много лучшего, но опять-таки это все зависит от администрации и от тех, кто там находится. Человек сперва сам должен себе быт создавать, а не просить у кого-то. Вот в моей бытности в Молдавановке там, ну, как бы устраивало нас, потому что я сам тоже как старался, чтобы мы жили хорошо, ну, ближе как бы к домашним условиям. А так в целом условия по ГСИН я комментировать не смогу, потому что, я же говорю, все равно осталось у нас вот это со времен ГУЛАГа. Ну, я думаю, сейчас будет реформировать, будет все равно лучше. Там тоже люди живут. Люди, обыкновенные наши граждане, которые когда-то перешагнули черту. Но они наши граждане, тоже не надо забывать. Ну, никому не пожелаете там побывать? Я, безусловно, никому не пожелаю. Во-первых, никому я не советую преступления совершать. Я не хочу, чтобы моя страна, половина из них были преступниками. Тем более, совершив преступление мелкое, попадать туда. Ну, коль совершаешь преступление, сам ты выбираешь этот путь. Но не желаю. А вот были такие инициативы переноса СИЗО-1 в городе Бишкек, куда-нибудь за город? Оно находится прямо в центре.
Нет, СИЗО Бишкек. Как? СИЗО-1 Номер города Бишкека прям в центре находится. Как вы думаете, его надо и куда? Кулатова. Во-первых, это не ГУВД Бишкек, это Пригисыин СИЗО Да. номер 1. Я двумя руками за. Вообще такое спецпредприятие или спецучреждение, они должны быть все за городом быть. Я согласен. Если у государства появится возможность, они в первую очередь, наверное, они переселят их. Ну, тем более сейчас ваш коллега Джусупбек Кургунбайулу предлагает амнистию Да. очередную объявить. Он не только амнистию очередную предлагает, он сейчас, депутаты, мы создали комиссию по содержанию, вот, как вы говорите. Он комиссию возглавил. Я думаю, придем мы к этому, чтобы СИЗО номер 1 переведут, Перенести, да? перенесут. Почему я упомянула о том, что вы были генпрокурором при Бакиеве? Да. Дело в том, что когда вы только избрались, когда было понятно, что вы станете депутатом от Узгенского округа, экс-депутат Ирина Карамушкина заявляла, цитирую, что практически вся бакиевская группировка в сборе. При этом, по ее словам, вы в бытность генпрокурором не раскрыли ни одного дела по преступлениям в бытность Бакиева. Это убийство Медета Сидыркулова, журналистов Алишера Саипова, Геннадия Павлюка, депутата Руслана Шабатоева и сына Чусупчана Джейнбекова. Вы это ее заявление никак не прокомментировали. Во-первых, Ирина Карамушкина, она женщина. Во-вторых, она педагог. В-третьих, она русская женщина. Почему я на этом останавливаюсь? У меня жена русская. Я люблю ее, я с ней живу. В этой связи я никогда не комментирую ее слова. Не могу. Поэтому на эти вопросы, если вы переделаете вопрос, не ссылаясь на Карамушкину, или Да. Карамушкина, я отвечу. Так что можете заново задать этот вопрос. А так она педагог, пошла в политику. И то, что она про меня говорит, она все время говорит, это даже когда генеральным прокурором был, ну, женщина она, с ней я спорить и ее мнение там опровергать не буду. Она говорит, это на ее совести. Один раз был такой момент, в 2010 году как раз следствие шло, она просто берет микрофон и на примере других генеральных прокуроров она меня говорит, что Эльмур Даракевич на территории школы построил дом, где сейчас, говорит, живет. Я свою супругу Наталью Юрьевну говорю: Наташа, успокойся. Ну, сказала, пусть придут проверить, где наш дом, где школа стоит. Она вот первый раз как бы прокомментировала ее выступление. После этого она, как бы, Ирина Карамушкина успокоилась. Ну, опять, они же вот 10 лет, с 10 до 20 года они правили. О них кто хочет, пусть то и говорит. Мы просто знаем, что случилось с страной. А насчет вот этих убийств, то, что я не раскрывал, я вам просто скажу, да, органы прокуратуры, они раскрытием не занимаются. Раскрытием занимается органы внутренних дел и органы национальной безопасности. Просто элементарно надо прочитать, чем занимается прокуратура и чем занималась прокуратура в то время. Тогда у нас было следствие. Может, она имеет в виду, что некачественно расследовали или не расследовали. Я этому против, потому что при моей бытности генеральным прокурором, я думаю, ни одно уголовное дело на доследование не было отправлено назад. Вместе с этими делами. И всякое преступление, надзор осуществляется после того, как преступление раскрывается. Раскрывая преступление, оперативные органы никогда поднадзорными не бывают.
Но под надзор попадают наши, и, то есть действия оперативных работников, а не раскрытие преступлений. Но конкретно по этим делам следствие органы прокуратуры вели или все-таки вели органы правоохранительные? Нет, органы прокуратура тоже правоохранительные органы. МВД. Внутренних дел, я да, имею в виду, ИГК. Да, и МВД, и ГКНБ вели. Вот так. Хорошо, вы сейчас сказали по поводу дома, Где который это? якобы построен на территории школы. Да. Это не тот дом, забор которого Нурдан Орунтаев сносил, и на комитете вы, грубо говоря, попросили его не нарываться, потому что научите уважать его и депутата, себя и депутата. Да, Это тот дом, да? не, это не тот дом. Это дом, в котором я живу, который имела в виду Ирина Карамушкина. Это дом, это мой дом, где я с семьей живу. Да. Он напротив школы. Между школой и моим домом проходит большая улица, переулок Койташский. Даже я захочу, я туда никак не перейду. А по забору это дом моих близких родственников. Там господин Орунтаев, он не снес забор, он лишь выполнил желание моей супруги, которая позволила там садик, детсад организовать, знакомым своим людям. Забор он был с креном называть, да? Вот когда проваливается крен, да? Да. И этот забор все равно должны были убирать, а он лишь исполнил, ну как бы, они говорили, если мы уберем забор, мы мусор заберем с собой. Если вы сами будете убирать, то придется мусор самим вывозить. Понимаете, вот в городе мусор от забора вывозить. Так. Вот так получилось. Он оказался в то время, когда сносили ремонтники или как строители этот забор. Так что здесь опять-таки журналистская тактика. Там все ой, у Эльмурза там забор снесли. Вот сейчас посмотрим, забор. Так это же ваша претензия была к нему. Моя претензия была не по своему забору, а по улице, что Шукурова, да. Поменяли тротуар как зеленая зона. Всего лишь это было. Вот они сейчас, я вот официально спасибо скажу мэру города, Нурдану Орунтаеву. Они сейчас сделали так, как вот я требовал, так, как я хотел. Мои соседи требовали. Чтобы зеленая зона... Да, зеленую зону они... Да. Да. Вот так, зеленая зона осталась за жителями, а потом тротуар пошел. Ну хорошо, раз мы коснулись деятельности вице-мэра, как вы к нему относитесь? Сейчас ГКМБ уголовное дело возбудило, он обещал 3 миллиона сомов возместить владельцам кафе «Батуми». Я вот, не вдаваясь в уголовному делу, который ГКМБ возбудил, я вот лишь скажу о Орунтаеве. У него, по крайней мере, есть харизма. Он довольно такой дерзкий работник. Я думаю, такие работники, наверное, нужны. Вот мы же все время идем, работаем полусонные. А этот человек мне не кажется полусонным. Вот в нем мне нравится эта дерзость. Я всегда говорю, может, харизма его в этом. Их тоже надо посмотреть, как они работают. Просто надо дать время. Все надо мерить или все надо оценивать по результатам. А то, что там возбудили, я слышал. 3 миллиона тоже слышал, но здесь я комментировать не смогу, потому что я не знаю суть дела. Но вы знаете суть дела законопроектов о СМИ и НКО, да? А СМИ, да, знаю. Поправки в закон Гульшат Асылбаевой Джорху Кенеш отклонил. Сейчас на обсуждении находится законопроект о некоммерческих организациях. Нет, вот Гульшат Асылбаева, которая сделала
Мы его переделали, мы вносим. Это не закон об НКО, это... Нет, вот я говорю, да, вот, вы знаете о двух законопроектах. Вот именно об НКО я не знаю. Потому что ко мне подходили, чтобы я подписал или поддержал. Я не поддерживал, моей подписи там нет. Вот вынесут Джовар Кенеш, пообсуждаем, тогда мое мнение узнаете. Хорошо. Сейчас, чтобы не обидеть своих коллег, там же половина Джовар Кенеша находится. Вообще официально инициаторов 30, но часть депутатов выходит из списка авторов из-за того, что якобы им дали на подпись другую редакцию, не та, которая была вынесена на общественное обсуждение. Я даже, честно говоря, не изучал и не знаю. Я изучаю закон, когда она поступает официально к нам. Нам передают все материалы. Поэтому сейчас комментировать, тем более, если 30 моих коллег авторы, да, я никогда не буду их мнение под подозрение ставить. Потому что мы все 90 одинаковые депутаты. И, ну, пусть вынесут. Я же говорю, по факту посмотрим. Хорошо, а вы ознакомливались с представлением генпрокурора Зулушева в отношении Адахана Кимсановича? Я тоже не ознакомливался. Но мы с каждой фракции, мы создали комиссию по этому поводу, с каждой фракции дали по одному депутату. От нас Карим Лимдарович Ханжеза. Вот его мнение, если он, конечно, посчитает нужным, я, конечно, его попрошу, чтобы он пришел, мне рассказал, что комиссия решает. Потому что материалы дела только в комиссии, они депутатам не раздаются. Да, и выдавались, оказывается, под роспись. Да. Членам комиссии. Да. Но Бакыт Усенович сказал, что он как депутат имеет право получить все материалы, которые обсуждаются в ЖК. Он это сделал. И, оказывается, представление изучил уже. Почему, вот видите, почему вы так не делаете? Вот величие Бакыт Усеновича от меня в этом. А я даже имею право, я не беру, не прошу. Зачем мне надо это? Не хотите голову свою забивать? Мне не только голову свою забивать. Мне достаточно, да, 5 минут посмотреть на эти материалы, я буду делать свои выводы. Зачем мне его заранее изучать, заранее себя готовить к чему-то? У нас, я же говорю, у нас компетентная депутатская комиссия, мы будем доверять этой комиссии, хоть сами избрали. Да, но вы как бывший следователь, наверняка у вас вот интерес какой-то. В том-то и дело. Или вы переработали, уже не хочется? Тем более мне, как бывшему следователю, я опять повторюсь, стоит 5 минут взглянуть на эти бумаги, и у меня будет вывод в голове. Ну хорошо, тогда мы вернемся к этому вопросу, когда представление будет на заседании Джорху Кенеша. Обязательно. Вот как привыкли, вот сзади подойдите, повернусь, я дам комментарий. Хорошо. Вы не только депутат Джорху Кенеша, не только лидер депутатской группы, но и президент Федерации волейбола. Есть такое. У нас какие успехи в этом виде спорта? Вот чем я и горжусь. Вот когда после 10-го меня вообще избрали президентом волейбола в 2009 году, я полгода поработал, произошла революция, соответственно, я должен был это все бросать. А я это делать не могу, судя по своему характеру. Я решил, ну, каждый человек должен так, наверное, себя вести. Где-то ты должен помогать своему государству, тем более, если ты, как я, считаешь себя должным. Вот до 2013 года вот проходит 14 лет. За 14 лет волейбол достиг таких успехов. Мы сегодня вот в Азии знамениты. А в центральной зоне Азии, где 2 миллиарда людей живут, это Индия, Иран, Непал, Мальдивы, Казахстан. Нет, Казахстан не входит, Казахстан Евролиги, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Мы чемпионы трижды. Такое не только чемпионом, мы даже выехать или принимать международные игры никогда кыргызскому волейболу не снилось. Поэтому меня вот кто-то понимает, кто-то не понимает. Я всегда горжусь тем, что я оказался у волейболистов, волейболисты оказались возле меня, и я достиг таких результатов. Я всегда говорю, я для
Кыргызстана не построил ни сауну, ни ресторан. Я построил кыргызский волейбол. Это моя гордость, это моя... Вот сегодняшние дни, с 19 по 25, Лига наций идет в чемпионате на Иссыкуле, Газпроме. Просто будет время, загляните, посмотрите, что там творится. Там сейчас играет Монголия, Иран, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Мы выставили 2 команды, потому что мы хозяева, мы принимающая сторона. Я решил и молодежную сборную испытать. Вот идут хорошо. Вот к чему достиг волейбол под моим руководством. Я люблю. Почему тогда о волейболистах так мало известно? У нас считается Кыргызстан страной борцов. Это недостаточный пиар или... Скорее всего, недостаточный пиар, я согласен. Но борцами мы никогда не сравнимся. Борцовство, да, это у нас у кыргызов в крови. Молодцы борцы, федерация борьбы. Это им великий, глубокий, низкий поклон, что они достигли таких результатов. Но мы игровой спорт, это не единоборье. Вот в игровом спорте перед волейболом никакого игрового спорта нет. Мы идем впереди. Вот так же, как вот, потому что сколько смотрят. У нас не пиарщики смотрят, значит. Мы сегодня всем известные. Вот вы задаете вопрос, не знаете, что там. Может. Я знаю, что там проходит. Знаете, да? Кого? В общем, ладно, хвалиться не буду. Когда по волейболу говорят, мне хочется вот себя хвалить там аж. Ну, у меня так получилось. У меня получилось это все. Опять-таки скажут, откуда ты деньги взял? Потому что спорт это очень денежный, расходами. Откуда деньги взял, откуда такое вложение? Да нет у меня денег. У меня и вложений таких нет, но у меня были президенты клубов, которые мне помогали. Элементарно даже вот Раим Матраимов. Вот он чемпионов содержал до год или 1,5 года. Он его клуб чуть-чуть отошел, а так до этого он сам содержал, одевал. Соответственно, его клуб составлял 70% сборников. Сборников это сборный состав. Я это на примере говорю. Таких знаете сколько? Вот кто любит волейбол, кто хочет вложиться. Я лишь организовал, я лишь руководил. Я лишь мог вот эти средства все собрать и пустить в нужное русло. Вот что и вот какой и результат сейчас получилось. Ну, раз вы Матраимова сами коснулись, он перестал спонсировать Федерацию волейбола сейчас? Ну, по крайней мере, он свой клуб не держит. Я не скажу, что он перестал спонсировать. А так, хороший человек, спорт любит. Я же говорю, вот, с 2010 года он свой клуб РМ назывался, держал. Все сейчас выходцы, хорошие игроки, это с его клуба. А вот в прошлом году, в этом году РМ не заявлен на наши игры. Не знаю почему. Но клуб все еще ему принадлежит, да? РМ клуб, у него же спортивный клуб, там не только волейбол, там и направлений много. Нет, вы просто говорите, что он год-два как отошел. Вот РМ уже не представлен на нашей лиге. РМа нет сегодня, к сожалению. Может завтра, послезавтра появится. Интервью наше посмотрит и подумает, а почему бы нет, да? Ну дай бог. Тогда я поблагодарю вас. А скажите, наверняка многие не знают о том, что Эльдана Форайс ваша дочь. Да. Как вы относитесь к ее творчеству? Вы за ней в соцсетях следите? Я ее люблю, она мое богатство, она прелесть моя. Просто наше общество, может, не готово понимать таких девчонок. Вот спор же идет, блогеры такие. Вот настоящий блогер — это моя дочь. Настоящий блогер, пример блогеров — это она. Конечно, я за ее творчеством слежу, но я не впадаю как вовнутрь. Я знаю, чем она занимается. Вот
она до того же свободная девушка. Ну так, гордость моя. А как вы думаете, она знает о том, что блогеров хотят приравнять к СМИ и заставить регистрироваться в Минюсте? Я думаю, если она это знает, ей как-то до лампочки. Она знает свою работу, она молодец. Очень молодец. Может и знает. Она вне политики, она вне конкурса, она востребована. Если даже по вот этим сейчас же говорят, у меня там столько подписчиков. Вот в свое время, да, как у Эльданы, 2 миллиона ни у кого не было. Сейчас, что сейчас собирается это оказывается. Вот ее, если смотрите, то, что она снимает, я же говорю, так поверхностно. Там же нет никакой политики. А она вас не просит, как не депутата, а как отца в ее роликах сниматься? Нет. Почему? Нет, как она? Она меня, во-первых, не сможет такую просьбу сделать. Меня в ее роликах, я даже не представляю, как это будет сниматься в ее роликах. Она знает просто, отец будет в официальных только. Сейчас, секунду, чуть переволновался я. Дочка же как-никак. Так что моя дочь, если кто не знает. Ну, теперь все узнают об этом. Почему до этого? Я думаю, почему-то многие об этом не знают. Оператор не знал. Почему? Оператор знает. Вот он говорит, не знает. Не знал об этом. А вообще, как вы к свободе слова в Кыргызстане относитесь? Вообще у нас свобода слова, она живет, она процветает. Я не согласен тому, что у нас свобода слова прижимается, ущемляется. Это неправильно. Может, кое-кого ущемляем. Я же говорю, у нас элементарно культура журналистики, она уходит. Я ни в коем случае под подозрение не ставлю журналистов или там кто хочет в журналистике быть. Я думаю, журналистика, она должна быть кристально чистой. Коли они зеркало общества, зеркало должно быть чисто. Нельзя вот зеркало все время подходить, вытирать, чтобы себя посмотреть, ты красивый, некрасивый. Вот журналистика, в моем понимании, она должна быть очень такой чистой, да. Вот когда говорят, у нас свободы слова нет, да я скажу, как нет? Если 18-летний парень, который должен находиться по возрасту или в армии, или в вузах учиться, или там на Волжском рынке тачку толкает, он учит президента, как ему править. О каком ущемлении свободы слова можно говорить? Вы сейчас про кого говорите? Я не знаю, про кого говорю, я на примере говорю. В целом, да? В целом. Если, я же говорю, вот у каждого есть свой возрастной. Вот 18-19-летние, где они должны быть? Вот скажите мне, Джамиля. Он должен или в армии, он должен быть или учиться, образование получать. Или не хочешь, не выбрал это, ты иди толкать тачку или возить в грязи, потому что ты не хочешь себя готовить к жизни. А не выходя, обсуждай там, вот Эльмурза таким должен быть, Джамиля вот такая. Ну, разве не это свобода слова? Где ущемление? Ну, когда вы говорите про 19-18-летних, мне на ум приходит Ирыз Джекшеналиев, который за свои высказывания сейчас вот сидит. Разве, если у нас настолько развита свобода слова, как вы говорите, он тогда там не должен был находиться? Я не знаю, вы о ком говорите, потому что я не персонализировал. Я лишь говорю свое мнение. Как наше общество свободой слова идем. Вот когда мне тоже учат вот молодые, я говорю, извините, хотя бы, да, может я и один из тех, кто за 30 лет общество наше, или не общество, а государство сделали таким.
Но это не дает права, да. Ну, представляете, ребенок будет, вот как я сказал, вот, учить. А вообще наши газеты, интернет-издания ознакомливаетесь, читаете? Я не знаю, желтая пресса, может быть. Я Как ее вообще назовут тогда? до 2014 года я каждую прессу читал. Так. Вот в 2014 году я осудился, перестал читать. Освободился, еще дальше пошел. Не только перестал читать, я смотреть не могу. Потому что, я же говорю, у нас культура писать, культура преподносить информацию, она ушла на нет. А когда, допустим, я прихожу в Джорху Кенеш и опрос провожу среди депутатов, вы эти ролики тоже не смотрите? Не смотрю. Если кто-то меня закидывает, вот сейчас же достижение, вот этот телефон, я даже звонить только умею. Вот, WhatsApp он научился, он 3 года назад, наверное, пользоваться. Вот кто-то обязательно закидывает меня вот, про тебя, или там ты это говоришь, или там. Я открываю и читаю. Специально не ищете? Нет. Но новости смотрю Какие? по телевидению, политические. Наш НТРК? Вот Не, я вообще в целом, я говорю. Ну и последний вопрос тогда. Скоро каникулы, вы к себе в Узген поедете или чем будете заниматься? Обязательно поеду я в Узген. Я никогда в жизни за границей не отдыхал. Никогда. Ни одного дня. Я всегда еду на свою малую родину, в Узген, где меня, кстати, избрали депутатом, доверили мне. Сейчас тем более я буду чаще туда ездить. Там у нас был заброшенный лагерь, который на сегодняшний день, его стоимость 18 800 сомов была. Лагерь это заброшенный. Сейчас стоимость 18 800? Или как? Это было. Ага. Ну, сейчас это балансовая стоимость. Той же он без ограды, там 3 коттеджа, 1 столовый, разворованный. Я его взял в аренду. Взял, чтобы его дальше он раскулаченный был, чтобы какой-то хозяин не появился, потом земля хорошая там просто, природа хорошая, чтобы там не построили коммерческие объекты. Я его взял в аренду, вот это 3 коттеджа и 1 столовый я восстановил на нет. Там, что приятно мне, почему я буду тянуться, там каждый год 3 месяца отдыхают дети-сироты. Дети-сироты, которые остаются на 3 месяца в школах, в интернатах. Туда возил директор на свой риск все время. Вы представляете, они отдыхают, здесь корова пасется, здесь алкаш пьет водку, здесь местные гуляют. Я вот это взял, все загородил, коттеджи им восстановил, столовый восстановил, опять-таки ни за какие деньги. Там, вот я что-то начинаю, ко мне приходят, люди говорят, давай поможем. Вот теперь у меня 2 месяца, я не обещаю, но 1,5 месяца я буду с ними. С этими детками? Да. А вы их учите чему-нибудь, воспитываете? То, что я туда приезжаю, это уже, видя меня, наверное, воспитываются. Тем более, это чуть не те сироты. Эти сироты вынужденные. То есть дети родителей, лишенных прав. Понимаете, они более сложные, более психологически сломленные. Другое дело, когда родители погибают, там уже ребенок принимает это все. А когда знает, что там где-то есть родитель, поэтому я на каникулах на 2 месяца. Конечно, у нас месяц встреча, работа в округах, округ у меня тоже там. Небольшой, 89 тысяч избирателей. Да. И получается, и отдых у меня будет там, с детьми. А на Иссык-Куль?
Я на Искуле, безусловно, на Искуле, но я на Искуле тоже часто или долго я не могу быть. Я туда приезжаю, день-два, мне все время тянет туда, в село, к себе. Приглашаю, кстати, она такое уникальное село, там, ко мне, когда кто-то приезжает, говорит: Эльмурза, ты живешь у Бога за пазухой. Я говорю, вот поэтому, наверное, я такой человек. Там действительно природа. Вообще в Кыргызстане везде природа хорошая. Ну, каждый свое хвалит. У меня там вообще, тем более сейчас вот этот лагерь у меня увлечение. Пока я его не восстановлю до конца, я теперь не успокоюсь. Вот так, Джамиля. Спасибо большое за интервью. Тебе спасибо за доверие.